В принципе, все убрали, остаются эти колючки возле небольшой этой речки. Вместо камер лопаты, вместо микрофонов топоры. Работа на свежем воздухе для журналистов особенно приятна. Коллектив привычный, но обстановка совсем иная. После уборки мусора на этом секторе осталось срубить кустарники и разровнять территорию. После вчерашней инспекции главы республики сегодня вышли на второй этап субботника, устраняем все недочеты, в том числе очищаем территорию и частного сектора. Сегодня привлечена дополнительная спецтехника. Также хотелось бы призвать жителей и руководство тех районов, через которые проходит этот маршрут, чтобы они тоже не остались в стороне от общего субботика, вышли и очистили территорию вдоль железнодорожной ветки. Призыв начальника оперативного штаба был услышан. Вместе с сотрудниками телерадиокомпании «Грозный», «Войнах» и «Путь» на уборку территории выходят и горожане, живущие вблизи железнодорожных путей. На вопрос о санитарном состоянии территории у частных домов хозяева сетуют на безответственных пассажиров поездов, которые выкидывают мусор прямо из вагонов. Я хотел бы сказать, чтобы город все-таки оставляли в чистоте, чтобы вся культура, все зависит прежде всего от нас. Не надо никому доказывать, что никому там объяснять, что город должен быть в чистоте. Мы же видим, как город преобразовался, какой он чистый, какой уютный. Поэтому мы должны поддерживать этот порядок. 13 секторов, 5 километров. Дорога от Грозного до Ханкалы преображается стараниями не только журналистов, но и сотрудников мэрии, а также железнодорожников. Последних сегодня было более 200 человек. В их обязанность входит не только очистка прилегающей территории, но и обслуживание железной дороги. Поручение Лира до Нового года надлежащих идеалича, шейбил, шейки, казон, В ходе своего визита на участок дороги глава Чечни оценил старания оперативного штаба, однако поручил продолжить очистку территории и дальше. По словам самих участников субботника, теперь дело стоит за добросовестностью граждан. Каждый человек должен соблюдать чистоту и оберегать город. До Нового года остался один день. За это время журналисты должны завершить уборку. Если они не успеют, то работа продолжится и во время новогодних праздников. Ну а уложатся ли они в сжатые сроки, мы узнаем чуть позже. Сайхан Сенсаев, Адам Чукуев. Новости.